Жители более чем 100 участков на территории СНТ-13 Вавилинского затона не могут оформить свои земли в собственность. Отсюда следует, что сотни людей живут как призраки, без прописки, права голоса на выборах и получения социальных услуг. Олеся Данда купила здесь земельный участок в 2017 году, и с тех пор ее не покидают каждодневные проблемы. До настоящего времени я не могу оформить собственность. Я 2 раза подавала Минзем, документы, все у меня, членская книжка, и все справки собирала, и отказ приходит. Отказ написано, что на данной даче нет проект планировки и проект межевания. 2 раза подавала, одно и то же. Текст так и ссылаются на этот документ. До настоящего времени у меня отсутствует прописка, так как я живу на этой территории уже 5 лет. Я не могу оформить даже ребенка садик, потому что у меня отсутствуют данные документы. В такой же ситуации находится и Любовь Сухацкая. Она так же, как и другие жители, не может оформить свой земельный участок в собственность. Я являюсь членом садоводческого общества СНТ-13 с 1995 года. В 2018 году пошла оформлять документы и столкнулась с такой проблемой, что мой участок продан или передан, и стоит совсем другой адрес и другой кадастровый номер. То есть в настоящее время у нас идет суд. Получается то, что идет у меня наложение на мой участок другого участка с другим кадастровым номером и с другим адресом даже. В Минзем я обращалась, они сказали, если бы вы к нам пришли в начале 2018 года, то мы бы отменили кадастровые работы, а так как вы пришли в 2019 году, мы отменить уже не можем, и это только вы решите через суд. Кежиктык Тюлюш свою деятельность в качестве председателя СНТ-13 начал в декабре прошлого года, однако уже проделано немало. Проект планировки территории, без которого невозможно оформить земельные участки в собственность, был подготовлен и неоднократно представлялся в мэрию Кызыла. В связи с тем, что приходят отказы от Минзема об отсутствии проекта планировки территории, мы с МК «Земля» подготовили проект планировки территории в марте и сдали данный проект в апреле. До сдачи в апреле, целый месяц апрель мы ходили, сдавали, исправляли некоторые замечания главного архитектора города Кызыла. Получается, мы 30 апреля сдали данный проект, и нам отказали. В отказе мы прочитали некоторые замечания начальника департамента архитектуры. Мы исправили эти замечания, переделали проект и снова сдали 7 числа июля месяца. До сих пор нет ответа, не можем получить утвержденный проект планировки. Как сообщили нашей съемочной группе в столичной мэрии, согласование проекта планировки не представляется возможным ввиду наличия нарушений по распределению земельных участков со стороны правления общества, а также расширения территории за границы земельных участков, предусмотренных в ранее выполненных землеустроительных делах. В свою очередь, жители СНТ-13 не собираются опускать руки и пытаются делать все возможное, чтобы достичь своей цели. Но, к сожалению, проблемы и муки людей на этом не закончены. Старые электросети и, как следствие, постоянные перебои электроэнергии волнуют жителей не меньше. У нас большая проблема в электричестве. У нас один трансформатор на 3 общества. Трансформатор сломается, все эти 3 общества уже света нету. Это трансформатор этого энерго, это 80-х, 70-х, наверное, годов. Это трансформатор старый, очень старый. Электросети уже старые, и столбы старые, то есть вот-вот, может, даже и упадут напротив меня столб, что стоит. А в зимний период, когда в группе читаешь, что здесь проживают примерно 700-800 человек, в основном это молодые семьи с детьми, и у них тоже перебои со светом. Они в группе скидывают свои проблемы, что электролинии тоже это все не выдерживают. Вавилинский затон – это давно уже целый микрорайон, но проблема в том, что здесь абсолютно нет никакой инфраструктуры. По словам жителей, на весь Вавилинский есть один участковый, который не справляется со своей работой. Ситуацию усугубляют магазины, которые день и ночь продают спиртные напитки. Сейчас начали частные предприниматели открывать магазины, начали потихонечку продавать, и начали люди покупать и спиваться.
И на весь Вавилинский участок у нас участковый вообще, может сказать, не приезжает, потому что они ссылаются на другие номера звонить. Потом раньше они приезжали с Пехемского Кажуна, сейчас, так как передача была, они должны приезжать с города Кызыла. Как бы они должны рейды каждый вечер должны делать, но они этого не делают. Вопрос пассажироперевозок – один из самых наболевших. Люди сетуют, что автобусов не хватает, а впереди новый учебный год и совсем близко холодная сибирская зима с трескучими морозами. Автобуса не хватает. В выходные дни вообще долго ждать. А со светом вообще проблема. То совсем погаснет, то напряжение падает совсем. Вчера, допустим, я из города сюда целый час и 20 минут ждала. А слышала, что один автобус сломался. Ну и что сломался? Людям же надо ехать. А если зима, то трудно. Границы Кызыла чуть ли не с каждым днем все расширяются и расширяются. И во многом это связано с тем, что многие семьи не могут себе позволить жилье за такие космические цены, которые давно уже установились в столице. Еще приходится платить риэлторам. Но получается, что иногда и завышают цену хозяева сами. Поверх этого риэлтора. Еще цена на землю вот очень высокая. Хотя таких зарплат, таких вот цифр, которые люди получают, реальные люди, которые хотят нормально жить, таких цен вот нету. Людям приходится брать ипотеку, чтобы и всю жизнь расплачиваться на эту ипотеку. Из-за этого страдают дети, студенты. Чаңғыс дача да сада, деге дачалар өттейзін шут миллион ашқаштыраран бергетір. Бұл бөдуін қодавада сығам ашын ағай базанды ашқа хөппе азай веш, егерден шалың жолыңдар евеш, жаңаштың көңгіз. Көй аштылды сұстар бергетір, ам сыңышпас, пичи дачаға сыңышпас болғам аштылыңға дача сатпей дейм бұза. Көңгіз ашқа қанжары да кешінің садуар арқаз жоқ болса да көрінеттір артыр. В Кызыле мошенники распродали земельные участки, предназначенные для строительства школы и детского сада. Новости с такими заголовками так и пестрели в социальных сетях и на официальной странице столичной мэрии. А жители Вавилинского Затона недоумевали, почему строительство столь важных социальных объектов из-за судебных споров под угрозой срыва. Как же так получилось? Известно, что некий гражданин по фамилии Монгуш, не имея правоустанавливающих документов, продал земельные участки общей площадью свыше 130 тысяч квадратных метров, расположенных на Вавилинском Затоне. Делом мошенника занялись правоохранительные органы. Как сообщает региональное МВД, в последнее время мошенничество в сфере земельных участков участилось в разы. На сегодняшний день в производстве следователей Управления МВД России по городу Кызыл находится 13 уголовных дел, возбужденных по факту мошеннических действий при заключении договоров купли-продажи земельных участков на территории города Кызыла. В феврале следователями расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Кызыльского района, обвиняемой в мошеннических действиях при оформлении земельных участков в Кахемском районе. А также в январе текущего года следственной частью Следственного управления МВД по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 3 граждан по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия установлено, что 3 обвиняемых, действуя в составе организованной группы, в период времени с марта 2014 года по декабрь 2016 года незаконно приобрели право собственности на 25 земельных участков, принадлежащих муниципальному району Кызыльский Кажун. Путем предоставления в регистрационный орган фиктивных документов обвиняемые незаконно оформили данные земельные участки на своих родственников и знакомых. Таким образом, по подсчетам следствия, своими действиями обвиняемые в составе организованной группы причинили муниципальному району материальный ущерб на общую сумму более 3 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Специалистами мэрии Кызыла выписаны предупреждения о сносе незаконно построенных объектов на Вавилинском затоне по улице Большеенисейская, где, согласно генеральному плану, должны построить школу и детский сад. В наш адрес департамента поступает обращение, что на данных площадках, которых мы присмотрели для строительства социальных учреждений, начали строиться самовольные объекты. Соответственно, нашим департаментом совместно с специалистами отдела земельного контроля организовываются рейдовые мероприятия на данной территории, да, и жителям уведомляется о том, что на территории данных площадок строительства жилых, в том числе садоводческих участков запрещено. То есть эта площадка предусмотрена для строительства социальных учреждений. В частности, общеобразовательные учреждения на 825 мест. На территории данной площадки, где предусмотрено, где нет еще только ограждение установлено, то есть мы проводим мероприятия по демонтажу ограждения, а по тем участкам, где уже люди построили свои дома, то есть составляем акт и направляем данный акт в суд для уже принудительного демонтажа данных объектов. Факты мошенничества, к сожалению, выявляются уже после того, как участок продан. Представители столичной мэрии убедительно просят жителей тщательно проверять перед сделкой все необходимые документы. Вместе с тем, в ближайшее время городские власти планируют установить на Вавилинском затоне большую карту, где подробно будет отражен утвержденный проект планировки данной территории. Нами планируется установить на территории Вавилинского затона большую карту, где будет отображена утвержденный проект планировки территории, и там уже будет указано те места, где планируется, да, в будущем планируется строительство социальных объектов, чтобы уже люди туда уже, так сказать, не строились, там у сомнительных лиц не покупали земельные участки. А по тем фактам, где люди купили земельные участки, у лиц, которых имели на руках неправоустанавливающие документы на земельных участках, нами собраны материалы и направлены заявления в адрес правоохранительных органов для рассмотрения вопроса по возбуждению уголовного дела. Тем людям, которые планируют купить земельные участки на территории Вавилинского затона, мы настоятельно рекомендуем все-таки проверить документы на земельных участках и не полениться, то есть обратиться в наш департамент, который находится по адресу улица Бухтоева, дом 3. Как сообщает исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений республики Менги Караул, если человек перед покупкой земельного участка сомневается в правоустанавливающих документах, то всегда может обратиться непосредственно и в Минзем региона. Действительно много очень нарушений в сфере земельного законодательства, поэтому, чтобы не попасть в лапы мошенников, необходимо обратиться в органы местного самоуправления, если это земельные участки на их территории находятся, либо можно обратиться в Министерство земельных и имущественных отношений. Мы можем квалифицированно дать ответ, можно ли данный участок приобретать или нельзя. То есть зачастую бывает, что земельные участки находятся то есть продаются на тех территориях, которые невозможно в дальнейшем оформить ввиду того, что не соответствует зоне, которой она выделена. Либо земельные участки оформлены с нарушением по поддельным документам. Да. Напомню, что земельные участки, расположенные на Вавилинском затоне, с 2018 года переданы городу Кызылу. Сейчас ведутся работы по проектному планированию данных территорий. Определены территории, где будут возводить школу, детский сад, медицинское учреждение и другие социальные объекты, в которых так нуждаются жители Вавилинского. А пока у жителей есть проблемы и хаотичная застройка не прекратится, телекомпания Тува-24 земельный вопрос будет поднят еще не раз. Айрас Адбуямагуш, Чайхан Ногак и Айдын Кулар, Тува-24.